Я уже рассказывала эту историю, что люди пошли гулять на границе между Абхазией и Грузией. Ну что там в горы пошли? И их тут задерживают, значит, люди с автоматами, с овчарками. Типа, вы что тут шляетесь? Они подумали погранцы, а оказалось, что это охранники с майнинговой фермы. И там просто вот, ну, гектары, понимаете, огорожены колючей проволокой, там, наверное, ток пущен. И там стоят вот эти вот, ну, какие-то загоны или что там под крышей, да, и там просто сотни тысяч этих ящиков. И это стоит прямо вот над Ингурской ГЭС, то есть они прямо с нее сосут электричество. И я сомневаюсь, что они платят хоть что-то там, хоть эти 40 копеек. И потом, естественно, это не местные. Ну, нету в Абхазии даже у самых там богатых президентов и чиновников таких ресурсов, чтобы покупать эти ящики. Они сейчас стоят по 100-200 тысяч за один. Ну, то есть это обычная российская система откатов, да? Вы там продавливаете закон, мы вас берем в долю. Так, ребята, это я то, что рассказала, это мне абхазы сами рассказывали. Я своими глазами не видела. Но вот то, что я знаю достоверно, это как российский ФСБшник тут решил завести тоже. У меня друзья купили дом прям специально напротив дома, который строил ФСБшник, думали, там будет надежнее. Ну, там начались приключения. Он построил там огромную фазенду, сначала хотел делать гостиницу. А в селе воды не было тогда еще проведено, то есть нет воды. И никто из соседей скидываться не хочет, чтобы тащить эти трубы, слишком дорого. А он там еще бассейнов понастроил, ну, короче, облом. Проходит год, и мне говорят, он там решил поставить фермы. Я говорю, как, воды же нет. И вот мы смотрим друг на друга, я вот такими глазами, и они на меня вот такими глазами. Потому что они имели в виду не помидоры, а огурцы, а майнинговые фермы.